Наука химия сегодня буквально повсюду. Уверяю вас, что даже в дамской сумочке найдется десяток веществ, которые были открыты не так уж и давно. Но ученые продолжают удивлять и синтезируют все новые и новые вещества, о которых еще лет 10 назад мы и подумать не могли. Это «Наукомания». С вами Екатерина Берецкая, и мы продолжаем искать места, где наука опережает фантазию. Хочу вам показать одно вещество. Купила я его в обычном садовом центре. Говорят, всего пары капель достаточно для того, чтобы урожай увеличился наполовину. В этом флакончике сильнейшие фитогормоны, искусственно синтезированные учеными Института биоорганической химии. Как это происходит, узнаем уже через несколько минут, прямо в лабораториях института. А еще в этой программе вы увидите, что таит в себе гормон роста и как витамин D3 совершенствуется в пробирке. Кто способен увидеть вещество насквозь и почему ученым дорога установка, от которой наша видеокамера выключается. И на каком языке разговаривают бабочки и действуют ли духи с феромонами на противоположный пол. Ну что ж, мы уже в лаборатории химии стероидов, но прежде чем начнем экспериментировать сами, предлагаю узнать, что же выяснили мои коллеги по поводу этих самых стероидов. Добавим немного истории в нашу науку. Химию стероидов относят к тонкой химии, наиболее интересной для ученых и перспективной для различных отраслей экономики. Стероиды – это вещества животного или растительного происхождения, обладающие высокой биологической активностью. В организме они отвечают за белковый и минеральный обмен, накопление мышечной массы, рост и развитие костного скелета. Без стероидов невозможно адаптироваться к окружающей среде и противостоять стрессам. Репродуктивные функции и половые различия у большинства живых существ – это тоже работа стероидов. О том, что эти вещества есть в теле человека и животных в виде гормонов, известно давно, с начала прошлого века. А вот то, что они содержатся еще и в растениях, выяснилось всего пару десятков лет назад. Их назвали брассиностероидами, и они сразу привлекли внимание исследователей. Было сделано предположение, что эти вещества могут стать биорегуляторами, влиять на рост и развитие культурных растений. После того, как брассиностероиды выделили из растительных клеток и расшифровали их формулу, химики смогли получить такие гормоны в пробирке путем синтеза. Первым брассиностероидом, полученным синтетическим путем, стал эпибрассинолид, абсолютно идентичный природному растительному гормону. Оказалось, что это вещество на самом деле способно поддерживать работу иммунной системы растения, особенно в неблагоприятных условиях, например, при пониженных температурах, заморозках, затоплении, засухе, болезнях, действии пестицидов и засолении почвы. Полевые испытания показали, что самые малые дозы раствора эпибрассинолида не только повышают урожай картофеля, но и совершенствуют питательную ценность его клубней, а также снижают содержание солей тяжелых металлов и нитратов в продукте. При обработке семян томатов, огурцов и перцев повышается их всхожесть, усиливаются защитные свойства к неблагоприятным условиям внешней среды. Были случаи, что растения выживали даже при температуре минус 5 градусов. Многие такой неожиданный эффект поспешили назвать не иначе как чудом. Однако ученые говорят, то ли еще будет. Они уверены, что химическая наука только на пороге больших открытий потенциальных возможностей живых организмов. Если вот в такой пробирке можно получить природные гормоны искусственно, не значит ли это, что химия становится натуральной? Разобраться в тонкостях тонкой химии, уж простите за каламбур, нам поможет академик с мировым именем Владимир Хрипач. Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Хрипач Владимир Александрович, доктор химических наук, профессор, академик, заведующий лабораторией химии и стероидов Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси, обладатель Государственной премии Республики Беларусь, автор более 500 научных работ и 60 авторских свидетельств и патентов. К вам пришла с вашим же препаратом, это Эпин, купила его в обычном садовом центре. А как пришла идея создать этот препарат? Ведь это, по сути, революция в сельском хозяйстве. Мы с вами находимся в лаборатории химии стероидов Института биоорганической химии. Ну и поэтому нет ничего удивительного в том, что все наши научные помыслы сосредоточены в области исследования этой группы гормонов. Это гормоны человека, животных, насекомых. И сравнительно недавно стало известно, что это и гормоны растений. Один из этих гормонов
и является активным ингредиентом этого нового препарата. Это очень труднодоступные и очень дорогостоящие вещества. И их, конечно, можно было бы выделять из растений. Или даже из продуктов питания. Они есть во всех продуктах питания растительного происхождения. Это природные гормоны растений. Но это было бы очень дорого. Настолько дорого, что урожаи, полученные с применением этих препаратов, наверное, были бы дороже золота. А мы имеем возможность обеспечить доступ к этим гормонам, конечно, не без использования химии. Она великая волшебница. Мы стали исследовать эти гормоны с точки зрения возможности их применения в сельском хозяйстве, в растениеводстве, для повышения урожайности культур, для защиты их от неблагоприятных факторов, потому что выяснили, что в растениях как раз такие функции этими гормонами и выполняются. В деле применения стероидных фитогормонов в растениеводстве и в этом направлении приоритет принадлежит нашей стране, нашему институту, нашей лаборатории. Как приятно это слышать. Но я так понимаю, что вы пошли еще дальше. И вот у нас здесь абсолютно новый препарат. Растения растениями, уже до птиц добрались, правильно я понимаю? Да, это так. Бровидефен? Это самая последняя наша разработка. Мы не только обнаружили такие свойства защиты и стимуляции этих гормонов у растений, но и обнаружили, что это действие распространяется и на другие организмы, которые эволюционно взаимодействуют с растениями. Птицы очень просто. Объект такой весьма популярный, очень важный. И зная об этих защитных функциях, мы провели испытания, и оказалось, что действительно есть возможность обеспечить с помощью этих препаратов защиту молодняка птиц от вирусных инфекций, повысить их продуктивность. Получился в итоге препарат, новый препарат, который мы назвали бровидефен. И точно так же, как эпин был первым в мире препаратом на основе стероидных гормонов растений, точно так же это, пожалуй, первый, кроме нас, многие идут в этом направлении, но пока еще таких результатов, по моим сведениям, ни у кого нет. В конце 70-х, в начале 80-х были открыты вот эти стероидные гормоны. Хотя сначала никто не знал, что они стероидные гормоны растений. И фактически вот в этой книге «Brachysteroids – A New Class of Plant Hormones» впервые вот было заявлено, что это новый класс стероидных гормонов и растительных гормонов. Заявлено белорусами, вами. Конечно. Это первая и до сего дня фактически единственная монография, в подлинном смысле этого слова, англоязычная, да и русскоязычная тоже. С тех пор появлялись и другие книги, но это обычно сборники статей, а это действительно comprehensive. Держать лидерство в этой области, как и в любой другой, непросто. Непросто. Здесь надо работать и работать денно и ночно. Что вы и делаете, я даже не сомневаюсь. Спасибо вам огромное, что уделили нам время. Было очень приятно познакомиться. А наши корреспонденты узнали о других не менее интересных разработках лаборатории химии стероидов. Смотрим сюжет. Наука интересная, не скажу, что простая, но интересная и того стоит, конечно. Олег Савочка – химик-аспирант. Главным объектом своих научных изысканий он выбрал витамин D3 и его производные, или, как говорят здесь, метаболиты. Основной метаболит витамина D3, давайте. Метаболизм в переводе с греческого значит «превращение». Витамин D3 – уникальное вещество. Оно стимулирует усвоение кальция и фосфора, за счет чего становится возможным рост костной ткани.
Нехватка витамина D3 в детском возрасте приводит к размягчению костей, а для взрослых такой дефицит грозит многими расстройствами здоровья, в том числе пороком сердца, сахарным диабетом и онкологией. Известно, что это биологически активное вещество присутствует в молоке, говяжьей печени и морепродуктах. Но организм человека витамин D способен синтезировать сам, через кожу под воздействием солнечного света. Одна беда – зимой у нас этого самого света катастрофически не хватает. Большую часть года у нас очень длинный именно вот этот ночной период, когда недостаток солнца, плюс ко всему холодно, люди меньше показываются на улице, если показываются, кожа всегда закрыта, и природным путем витамин D не усваивается. Синтетический витамин – продукт химических реакций, способен решить эту задачу и часто заменяет недостающий природный элемент. Однако большинство белорусов контролирует содержание витамина D3 в крови по косвенным признакам. Специальные анализы существуют, но это очень дорогие исследования, основанные на импортных технологиях. Наши ученые-химики решили создать свою систему для определения уровня метаболитов витамина D3. Идея нашей лаборатории заключалась в том, чтобы разработать иммуноаналитическую систему по определению основного метаболита витамина D3. И в данный момент мы осуществляем синтез компонентов этой системы, в том числе проводится иммунизация животных с данными веществами для получения высокоспецифичных антисывороток. Это является одним из этапов получения такой системы. И мы очень надеемся, что сможем довести свою идею до конца. В ближайшие месяцы эти работы должны быть завершены. Поэтому сотрудники лабораторий каждый день проводят десятки опытов. Проводим одну из стадий синтеза основного метаболита 25-гидроксивитамина D3, а конкретно вводим гидроксильную группу в 25-е положение боковой цепи. Органические соединения сами по себе не очень стабильны. На них влияет температура, свет и кислород. Химикам приходится быть еще и изобретателями. Для создания инертной атмосферы, для проведения реакции мы используем аргон. Для этого используется обычный воздушный шарик, который позволяет экономно расходовать инертный газ высокой очистки и в то же время защищает наши вещества от нестабильных воздействий атмосферных условий. Витамин D3 и все его метаболиты входят в группу стероидов, так же, как и растительные гормоны. Это передовые технологии. Они обладают различными свойствами, такими как и противоопухолевое, антидиабетическое свойство, антихолестеринемическое, нейропротекторное действие. То есть здесь поле исследований очень большое. Мы провели опыт, получили некое вещество. Понять, что же мы изобрели, нам помогут уже в этой лаборатории. И мой проводник здесь Ярослав Диченко. Ярослав, здравствуйте. Здравствуйте. Диченко Ярослав Владимирович, кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории белковой инженерии Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси. Говорят, что именно ваша лаборатория – это глаза и уши просто ученых. Почему? Потому что мы можем рассказать, то ли вещество получили химики, и даже сказать, насколько оно изменено, насколько оно поменялось в соответствии с теми представлениями, которые были у химиков, которые его синтезировали. Нам очень хочется понять, что же мы получили в результате нашего очередного опыта, поэтому подскажите нам, и как мы это будем делать, рассказывайте. Данное вещество, это белок, мы будем исследовать на MALDI масс-спектрометре. Оно расшифровывается следующим образом. Матрично активированная лазерная десорбция и ионизация. Если сказать по-простому на пальцах, то мы просто берем наше вещество, наш белок, смешиваем его с определенным химическим веществом низкомолекулярным, и потом высушиваем и стреляем лазером. Белок взлетает, и в зависимости от того, скажем, сколько времени он будет лететь, мы можем определить массу этого белка и сказать, тот это белок, который мы хотели получить, или не тот, или, допустим, что в нем поменялось. Мы берем специальную мишень, и на эту мишень мы наносим наш исследуемый образец. И потом мы высушиваем наш образец. Собственно, высушиваем мы его на приборе, тоже, который мы его сделали для себя. Нам помогает быстрее делать наши эксперименты, облегчает нашу жизнь. После того, как образец наш высох, мы помещаем нашу мишень в прибор. Это тот самый, который единственный в стране? Это единственный в стране прибор, уникальный, собственно, позволяет определять, какие белки есть в образце, как там определять, допустим, ДНК, та или не та у нас получилась. Более того, он даже позволяет определять с точностью до вида микроорганизмы. То есть мы можем просто взять в больнице, скажем, образец на анализ,
Вот. И в течение 15 минут получить уже результат, что это за микроорганизм, то есть он патогенный, не патогенный, опасный, не опасный, вот, и какое дальше надо применять лечение к тому или иному пациенту. Вот мы стреляем лазером по нашему образцу, у нас рисуется спектр, то есть что можно сказать исследователю, что он плохо провел свой эксперимент. Плохо, да? Потому что у нас есть много разных пиков, это говорит, что у нас очень много белков в нашем образце. Если бы исследователь получил очень чистый образец, у нас бы был четко вот один пик. То есть мы можем видеть здесь массу нашего белка, ну и, в общем-то, предполагать там по массе, что это может быть у нас за белок. Ну, здесь, как мы видим, смесь у нас есть. Намешали мы, конечно, да. Ну что ж, мы только начинаем. Я надеюсь, что в следующий раз у нас получится более правильная кривая. Естественно, нет предела совершенству. Спасибо вам огромное. Но нас ждут еще в другой лаборатории, а пока смотрим новости науки. Институт экспериментальной ботаники имени Купревича Национальной академии наук Беларуси отметил свое 85-летие. Это старейшее в нашей стране научно-исследовательское учреждение биологического профиля. Он создан 29 марта 1931 года на базе кафедр ботаники, зоологии, физиологии и экспериментальной биологии. За заслуги в развитии биологической науки институт награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Гербарий института включен в Государственный реестр научных объектов, которые составляют национальное достояние. Изучить и структурировать все от плесени в ванных комнатах до космических проблем взял на себя ответственность Институт экспериментальной ботаники. Говоря о космических проблемах, я совершенно не шучу, потому что мы совместно с российскими коллегами разрабатываем системы жизнеобеспечения, имею в виду в космических аппаратах. А с другой стороны, мы очень широко используем материалы космические съемки, в том числе и получаемые из белорусского космического аппарата для изучения наземной растительности. Одно из популярных направлений в наблюдениях научных сотрудников – разработка различных составов биогрунтов, которые уже первоначально обладают фитозащитным действием. Растения на таких грунтах не нуждаются в удобрениях как в целом, так и частично, а рост будет заметно отличаться от сородичей на обычной почве. Эти почвы можно даже использовать в космосе и в Антарктиде, в местах, где нельзя выращивать растения нормальными способами, можно таким образом выращивать. Экономия электроэнергии тоже немаловажный факт. Растения выращивают под светодиодами, которые не только относительно дешевые в использовании, но и отлично заменяют солнечный свет. И, конечно, труд наших работников, ученых отмечен и Министерством лесного хозяйства, и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Конечно же, Президиум Национальной академии наук также вручил почетную грамоту, юбилейную медаль, благодарность председателя нашим ведущим специалистам. Кстати, не только ведущим, но и молодым. Далее в программе. Кто способен увидеть вещество насквозь и почему ученым дорога установка, от которой наша видеокамера выключается? И на каком языке разговаривают бабочки и действуют ли духи с феромонами на противоположный пол? Мы находимся в зоне ограниченного доступа. Как нам рассказали, именно здесь получают информацию о молекулярном строении веществ, причем получают самым современным способом ядерного магнитного резонанса. Как все вот это происходит, там сейчас обязательно расскажет и покажет Александр Барановский. Александр Вячеславович, здравствуйте. Барановский Александр Вячеславович. Кандидат химических наук, заведующий лабораторией физико-химических методов исследования Института биоорганической химии Академии наук Беларуси. Мы находимся в помещении, где выполняются эксперименты методом ядерно-магнитного резонанса. В настоящее время без этого метода фактически ни один химик-органик в принципе работать не может. Потому что та информация, которую он получает, используя этот метод, практически дает ему полную картину структуры молекул. Расскажите, как он работает? Прибор, в принципе, состоит из 3 частей. Один из основных компонентов – это вот эта вот часть. На самом деле это трехслойный сосуд ЮАРа. То есть внутри этого сосуда располагается магнит. То есть занимает он нижнюю часть, где-то внизу здесь. Находится в жидком гелии. Следующий элемент – для того, чтобы охладить жидкий гелий, используется жидкий азот. Значит, еще одна рубашка жидкого азота. И третья рубашка – это вакуумная рубашка. Все сделано для того, чтобы сохранить максимально низкую температуру и как можно меньше испарения геля. Почему в жидком геле? Потому что нам надо получить сверхпроводимость. То есть для того, чтобы мы получали качественный, хорошим разрешением
спектре ЕМР мы не можем использовать обычные железные магниты. Для того, чтобы картина была красивая, четкая и ясная, и более точная, чтобы сигналы расходились хорошо, нужно очень сильное магнитное поле. Для того, чтобы получить сигнал от конкретного протона в молекуле, нужно создать поле 500 МГц для этого прибора, по крайней мере. И он создается магнитом, сверхпроводящим магнитом. Это вот стандартная ампула для МР. То есть она помещается в прибор таким вот образом. То есть она попадает в определенную позицию, потом дается команда, ампула опускается вниз, попадает сюда и становится таким вот образом. И вот в этой области, собственно, вот в этой области происходит измерение. Вот эта вот вещь стоит внизу. Там внизу стоит такая же штучка, аналогичная этому прибору. Все, что происходит в этом сосуде, передается на управляющий компьютер прибора. Здесь вот расположено 3 основных блока прибора: передатчик, приемник и локовая система. Сначала подается сигнал туда, оттуда принимается сигнал сюда и передается на рабочий компьютер, где уже информация обрабатывается. Неспроста я сказала, что мы находимся в зоне ограниченного доступа, да. И, наверное, неспроста вы меня попросили на всякий случай снять часы. Да. Действительно ли здесь безопасно? Магнитное поле здесь очень мощное. Тут смысл в чем? Невозможно создать однородное поле в большом объеме. И не нужно. И поэтому оно все сконцентрировано там внизу. То есть на самом деле здесь его не очень много. Но там, если мы, допустим, мы что-нибудь начнем пускать, любой магнитный материал будет мгновенно притянут. И потом отодрать его будет очень сложно от этого. Это испортит, конечно, самую дорогую часть этого дела, очень ценную. Это стандартный прибор, который присутствует в множестве университетов. Я всегда восхищалась людьми, которые могут объяснить сложные вещи простыми словами. Спасибо вам огромное за работу и за то, что уделили нам время. А мы продолжаем, и наши корреспонденты сняли целый сюжет о большой группе веществ из класса стероидов. Это загадочные феромоны. Феромоны – это собирательное название биологически активных веществ. Их выделяют насекомые и всегда с определенной целью. Открыть феромоны ученым удалось только в 60-х годах прошлого века. Оказалось, они выполняют роль своеобразных биологических маркеров. Это летучие сигналы, собственный язык, управляющий многими процессами, связанными с социальным поведением и размножением насекомых. Проводились, допустим, эксперименты советскими учеными на Дальнем Востоке. Там обитают павлиноглазки, бабочки-павлиноглазки рода Actias. Сажали самочку, за 10 километров отвозили самцов. И эти самцы, кто-то из них возвращался на следующую ночь. Первыми феромоны посчастливилось обнаружить в группе немецких ученых. Им удалось выделить из желез самок шелкопряда вещество, привлекавшее самцов того же биологического вида. Чтобы получить всего 4 миллиграмма вещества, понадобилось несколько десятков тысяч самок. У самца очень заметны перистые усики. Так вот, этими перистыми усиками самцы улавливают запахи, которые выделяют самки. Именно феромоны. Прогресс в области аналитической химии и физиологии органов чувств насекомых позволил исследовать пахучие сигналы у многих видов. Можно поймать белянок, капустницы, да? Так вот, родственниц капустниц, которые интенсивно пахнут цитрусовыми или мелиссой. Это тоже вещества, которые привлекают противоположный пол. Сегодня количество изученных феромонов достигает нескольких тысяч. По своему воздействию эти вещества делятся на 2 основных типа – релизеры и праймеры. Первый насекомые используют для привлечения брачных партнеров, а также подачи сигнала об опасности. Так, муравьи выделяют феромоны-релизеры для обозначения пройденного пути и для подачи команды к немедленному бегству. А вот через праймеры можно влиять даже на физиологическое развитие соплеменников. Пример – феромоны, выделяемые пчелой-маткой. Он подавляет половое развитие других самок, превращая их в рабочих пчел. Когда ученым стали доступны эти знания, они стали искать способы искусственно воссоздать нужные феромоны. А использовать их можно весьма эффективно, особенно для защиты растений. Если численность какого-то вредителя высока, и мы имеем синтезируемый искусственно феромон, то его можно распылить над этим полем, где вредитель. Самцы будут просто дезориентированы и не смогут найти самку в этой высокой концентрации.
Следовательно, не будет происходить размножение, и численность вредителя упадет. Чем дольше наука изучает окружающий мир, тем больше убеждается – законы природы универсальны и мудры. Одни летучие вещества заставляют размножаться, другие привлекают хищников, чтобы быстро уменьшить численность вида. Слово «каиромоны» насекомых означает, когда насекомые выделяют вещества, синтезируют в их организме и привлекают своих врагов, паразитов, хищников. Исследование феромонов открывает пути к управлению поведением насекомых. Некоторые из этих тончайших ароматов способны чувствовать и люди. Но у нас есть иные средства коммуникации, и роль запахов при этом снижается. А духи с феромонами и афродизиаками, обладающие необыкновенной притягательной силой, говорят специалисты, это не более чем рекламный трюк. А мне, если честно, духи с феромонами очень нравятся. Правда, немного жаль, что мифом оказалось то, что они могут привлекать мужчин. Но зато мы с вами узнали, что наши белорусские химики способны создавать действительно волшебные вещества. Мы всегда там, где есть научные перспективы. Смотрите в будущее вместе с нами. Это была «Наукомания» и я, Екатерина Берецкая. Увидимся через неделю и вновь попытаемся понять, куда идет мир и на что способна наука.